Китайские власти отправляют в школы-интернаты детей этнических уйгуров и казахов, чьих родителей помещают в лагеря идеологического перевоспитания. Обучение в этих школах проводится только на китайском языке. Дети живут здесь под усиленной охраной, их доступ к внешнему миру ограничен. Здания школ и детсадов ограждены высокими заборами с колючей проволокой. Сторонники национального взгляда исламского сообщества в Европе организовали различные программы возрождения Восточного Туркестана. Программы под лозунгом «Стойкость во имя Восточного Туркестана. Возрождение во имя человечества» будут проведены во многих городах Европы. С помощью этих программ организаторы планируют осведомить людей о творящемся беззаконии в Восточном Туркестане. Apple в очередной раз обвинила еще одного из своих сотрудников в хищении проектов. В результате расследования ФБР был задержан сотрудник компании, являющийся гражданином Китайской Народной Республики. Его обвиняют в хищении информации и проекта секретной автономной станции. В 2018 году были приостановлены переговоры между Китаем и Малайзией относительно проекта по строительству железных дорог стоимостью в $20 миллиардов. Стало известно, что недавно китайская фирма предложила снизить расходы вдвое, в результате чего правительство Малайзии пришло в замешательство. По сообщениям представителей власти, премьер-министр Малайзии Махатир Мухаммад пока не решил отложить переговоры или отказаться от проекта. Европейский парламент признал легитимным правителем Венесуэлы лидера оппозиции Хуана Гуаидо, объявившего себя временным президентом. На вчерашнем заседании Европейского парламента повесткой дня стали события латиноамериканской страны. Сегодня депутаты рассмотрели проект решения по данному вопросу, в котором призвали Мадуро оставить свой пост и прекратить нарушение прав граждан.